У Музы выходной. Творческий кризис одолел талантливых музыкантов. Ничто так не успокаивает и не наполняет вдохновением, как свежий воздух, созерцание природы и, конечно же, этнос. Легкое звучание акустической гитары в сочетании с древними казахскими музыкальными инструментами наполняют душу музыкантов и вдохновляют на создание новых мелодий и композиций. Сегодня Джонни Газ и Серик Нурмалдаев отправляются в музыкальное путешествие в жемчужину Казахстана – курорт Боровое. Когда-то давным-давно жили два брата. Охота была любимым занятием у них. В один из дней братья решили пойти на охоту, чтобы добыть сайгака. Придя на место, один из братьев сказал другому: «Иди вперед, обойди стадо и выгони животных на меня». Обсудив все, младший брат пошел загонять сайгаков. Но вдруг пошел снег, и внезапно начался буран. В белой пелене братья потеряли друг друга. Долго ходили они по степи. Буран стих, и на горизонте старший брат заметил силуэт сайги. Меткий выстрел сразил животное. Подойдя ближе, охотник увидел своего брата, которого он перепутал с сайгаком. Убитый горем брат взял в руки дамбру, и тишину степи разрезали звуки кюя Бокен-Джаргак. После этого охотничьи кюи заняли свое место в музыкальной жизни. Всем привет! Я Джонни Газ, музыкант и композитор и экспериментатор. Сейчас я в Боровом с моим другом Сериком. Привет всем, меня зовут Серик, я участник фольклорно-этнографического ансамбля «Туран», и мы сегодня с Джонни приехали в город Боровое искать свое вдохновение. Да, все верно. Серик, поехали. Поехали. У подножья Кокше, это гора, вот ты видишь живописные горы здесь, находится священное место. Это трон великого Аблай-хана. Интересное место. Пойдем посмотрим. Это одно из самых красивых мест. И именно в этом месте, Джонни, усадили Аблай-хана на белую кошму, на этот каменный трон, и превозгласили великим ханом великого казахского ханства. Это трон? Это трон. Трон Аблай-хана. И поэтому он Тут скользко. священный. Ну и Джонни, естественно, пользуясь случаем, я бы хотел тебя познакомить с еще одним интересным казахским древним музыкальным инструментом, называется который керней. Керней? Керней, да, этот инструмент интересен тем, что именно этим инструментом когда-то открывали великие какие-то празднества, созывали народ и также использовалось при каких-то военных походах. А сейчас мы как раз стоим на том месте, где превозгласили великого хана, Аблай-хана. Я хочу показать тебе его звук. One day in the year the folks keep a time remembered well, when the strong young men of the rising sun and the tolling of the big black bell. One day in the year of the folks when the bells began to sing, and the time would come for the one to go to the temple of the king. And there in the middle of the people he cries, seeing, feeling, with just one touch of his trembling hand, the answer will be found. And daylight waits when the old man says, heaven, help me. And all could see by the shine in his eyes, the answer has been found in the temple of the king. Получилось.
Очень красиво. Получилось. Знаешь, когда я пел эту песню, я увидел картину в голове. Здесь сидел Абулай-хан, и он как принц, а ты зовешь всех. Но чувствовалось вот это вот Да, ханское. Ну что, продолжим? давай продолжим. Очень красивое место и очень много интересного нужно показать. Красиво, красивый лес, сосны. Это очень красиво, удивительно. Счастливые часов не наблюдает. О как. Что это? Счастливые часов. не Счастливые наблюдает. часы. Смотри, как быстро движется. Серьезно? Быстро бежит время? А сзади тебя стелла, которая была возведена в 1991 году к 280-летию Аблай-хана. Красиво. И также Беркут – символ независимости. Ага, символ независимости. Мгм. Красиво. Поимпровизируем? Да, ты начни. Эй, Эй? major. Мгм. К независимости. Надо подумать о независимости. Что-то спеть? Fly like an eagle in the big blue sky. Hey, don't worry, don't ask why. I'm free, 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 free at last. In the sunshine, I saw in the sky on the wings of love, and I see you dancing to the rhythm of love. Hey, 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 hey. I see you dancing to the rhythm of love. See you dancing to the rhythm of love. To the rhythm of love. To the rhythm of love. Получилась песня. Да, интересная песня. Да, Заметил, да, когда мы сейчас играли, природа прям Прекрасно. как бы заслушалась. здорово было. Начался сейчас обратно ветер. Да, прекратился ненадолго. Еще красивее место сейчас тебе покажу. Давай собираться и поехали. Окей, давай собираться.
Let's get back. Сейчас я хочу тебе показать две главные достопримечательности этой местности, то есть курорта Борового. Это скалы Окжетпес и Жумбахтас. Как? Окжетпес и Жумбахтас. Окжетпес. Окжетпес. Не долетит твоя стрела. Вот, как в переводе. Окей, значит, стрела не долетит. Ну вот она, Джонни. Знаменитая скала Окжетпес. 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 Про нее есть такая красивая легенда. Это гора Окжетпес. Надо добросить стрелу до верха, Да. и тебе найдут невесту. И тогда ты женишься. Ты смог бы? Прям получается, до высоты, до туда. Я думаю, это невозможно. А самое интересное, смотри, как деревья растут на скалах. Очень красиво. Точно, на камнях. Да. Сосны растут на камнях. Кстати, я же забыл. Я же сегодня еще один инструмент принес музыкальный, Да? чтобы тебе показать. Окей. Ты когда-нибудь слышал про салсера? Как? Салсера. Салсеры? Нет, не слышал. Расскажи. В здешних местах, кстати, их много. Салсера. Расскажи. Салсера — это те же гастролеры, как мы. Окей. Это люди, которых... Это любимчики народа. О, понятно. Они умели петь, сочинять, были акынами, жерше, жирау, певцами. И, естественно, умели играть в кии, были акробатами, циркачами, делали разные фокусы. Ну, от аула к аулу гастролировали, Шоумены. показывали, дарили свое творчество. Шоумен, да. Путешествующие шоумены. Да. Помимо этого еще они были и шикарными, искусными охотниками. Я сегодня тебе принес показать охотничий инструмент. Вау. Это настоящие рога. Рога горного козла. Ортики. Вау. Использовался при охоте. Сейчас я тебе покажу звук. В народе его называют мюйссернай, либо богошак. Богашак О, или Мюссернай. Мюссернай. Да, мюйссернай, то есть это мюйс, это рога. Окей. Попробуем что-нибудь охотничье сочинить. Стрела, Без. невеста и охота. Мне на ум пришла одна песня. Вот такая. So it goes. There's so many songs written. Кто-то ее написал, и после нее я напишу свою песню, всю историю, которую мы сейчас проживаем. They say don't go to the Wolverton Mountain if you're looking for a wife. 'Cause Clifton Clarice got pretty young daughters. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and birds tell Clifton Clarice if a stranger should wander there. Just say don't go to Wolverton Mountains if you're looking for a wife. Say don't go to Wolverton Mountains if you're looking for a wife. Песня охотника. Очень красивая песня. Когда идешь на поиски жены, а ее отец дает тебе ружье и нож. Ну и вот он, Жумбахтас. Жумбахтас. Очень загадочная скала, скажем так, даже мистическая такая. На кого похоже отсюда?
никого тебе не напоминает? Имеешь в виду лицо? Да. Видно лицо. Причем с этой стороны она может выглядеть как старушка, с той стороны как молодая девушка. Спереди Понятно. вообще как сфинкс. Точно. Вот на что похоже. На сфинкса. Точно, как сфинкс. Ну, про нее есть такая интересная легенда. В стародавние времена жил в степях один бай. Было у этого бая много сыновей, но его главной радостью была единственная дочь-красавица. Сватались к ней только баи и бии. Но их опередил бедный Акын. Певец, обладавший золотым голосом, виртуозно игравший на домбре, был к тому же очень хорош собой. С первого взгляда полюбила его дочь бая, а для бедного певца она стала дороже жизни. Понимая, что бай никогда не даст согласия на их брак, молодые решили бежать. Братья девушки нашли беглянку, когда певец вместе с любимой в лодке наслаждались тихой гладью озера Бурабай. Жестокие сыновья бая пустили стрелы и попали прямо в сердце влюбленного джигита. Девушка, протянув руки к заходящему солнцу, попросила превратить ее в камень. Так на озере появилась скала Жумбактас. Open up the gates of the church and let me out of here. Too many people have lied in the name of Christ for anyone to hear the call. Too many people have died in the name of Christ. I can't believe it all. I'm standing in the graves of a soldier that died in 1799. On the day he died was his birthday, and I noticed it was mine. And my head, you know, just to where I was spinning by the time, and I am high upon the altar. High, 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 upon the altar, high. Beautiful. Красиво. Красиво прозвучало с флейтой. Да, гитара Сабазго очень красиво звучит. Спасибо тебе, Джонни. Спасибо тебе, мой дорогой Серик. Джонни, мы с тобой сегодня приехали в Акмолинскую областную филармонию имени Окля Брая, и я хочу тебя познакомить с моим другом Сарсенбай. Сарсенбай, здравствуйте, я Джонни. Все песни, которые вот аргентинской традиции, вот, это очень туан буквально. Песни обычно вот про любовь, про природу, про родину. Он хочет исполнить песню автора Сакина Сейфуллина. Он посвятил данную песню, которую сейчас исполнит Сарсенбай, тем местам, в которых мы сегодня побывали. Да, давайте послушаем. Арқаның кербес солу көкшетауы, дамылсыз солу бетін жуған жауан. Жан-жақтан ертелегеш бұлттар келіп, кетеді біліп қайтып есен сауын, есен сауын. Көкпеңбек қоз басынан мұнар кетпес, басына атсаңдағы оғың жетпес. Бір жұтсаң Көкшетаудың жопар исін, өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес, құмар кетпес. Хай лила лиллай, лилла лиллай, өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес, құмар кетпес. Осындай әндер. Браво! Это красивая музыка, настоящая музыка. Надо ее передавать следующему поколению после вас. Джонни, добро пожаловать в уютное такое местечко. И я продолжаю тебя знакомить с казахской кухней. Сегодня одно из главнейших блюд, главнейших весенних блюд казахского дастархана – это, как ты видишь, наурыз көже перед тобой. Это типа супа. Да, это типа супа. Но здесь, смотри, здесь у нас применяется у казахов 7 основных ингредиентов. Вода, соль, мука, крупа,
йогурт, мясо, молоко. Вместо молока может иногда айран. И мясо тоже. Мясо должно быть там. Ну, как ты понял, здесь тоже есть мясо, но в то же время очень много ингредиентов. Ну, хотя каждая семья изготавливает его по уникальному рецепту. То есть добавляют еще сверху много-много всего. Так что оно получается очень вкусным и уникальным в каждой семье. Понятно. Самое интересное, что каждый ингредиент означает... это символ. Символическое блюдо. Да, это символическое. Каждый ингредиент символизирует богатство, здоровье. Здоровье, правильно. Все верно. Пробуй. Тут много. Одно из моих любимейших блюд. Тебе нравится? Да, очень. Попробую. Тебе точно это нравится? Вкусно? Ну и, конечно, с баурсаками будет еще вкуснее. Вот так можно? Конечно. Так можно, да? Конечно, можешь. Суп. Ты добавил 8-й ингредиент. Баурсак. Добавил. Что за символ это? А, это вдохновение. Все. Вот иду по этой местности, смотрю на животных и вспоминаю песню Сал Сире, Акан Сире конкретно. Салсиры? Называется Мангмангер. Мангер. Давай я ее тебе спою, исполню, наиграю, Хорошо. достану свой музыкальный инструмент. Давай подержу. Мангмангер кекеленгелте жалыңмайда жүрек жоқ сенен озған қонантайда жүрісің желмаядай жануарым көрейін қызығыңды осындайда мангер кекілің келте жалыңмайда жүрісің желмаядай қонантайда. Вот такая вот красивая песня. Красивая песня. Очень известная в Казахстане. Как она называется? Мангмангер. Мама? Да, Мангмангер. Это Мангер. Акан Сире посвятил для своего тулпара. Название его Мангмангер. А что такое тулпар? Это лошадь. Окей. Это конь. Верный скакун. Привет, мои дорогие друзья! Казахстан такой разный. Сегодня я побывал в сказочно красивом и незабываемом месте. Боровое поразило меня. Древние легенды, удивительная природа и свежий воздух. Музыка рождается здесь сама. Стоит всего лишь взять в руки музыкальный инструмент. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happens now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world. Welcome to my world.
Welcome to my world.